Шейх Мансур, Ушурма, военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев в конце XVIII века, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа, один из видных деятелей Кавказской войны 1785-1791 годы, национальный герой чеченского народа. Реальные биографические сведения о Мансуре скудны и противоречивы, в частности, это касается даты его рождения. Шейх Мансур, настоящее имя которого было Ушурма, родился в 1765 году в селе Алды в Чечне. Отец Мансура Шабаз был родом из села Станджи. Некоторое время семья жила в селе Хатуни, затем обосновалась в селе Алды, где и родился Мансур. В 1778 Мансур покидает родной аул для углубленного изучения ислама. Возможная поездка в Дагестан и учеба в медресе. В 1781 Ушурма возвращается в родное село Алды. По возвращению Мансур женился на скромной девушке из села Гойты по имени Чача. Свадьба не была пышной, мула обвенчала. Друзья пришли разделить радость. Нужно отметить, что Мансур был противником всяких торжеств и увеселений. В результате этого брака у них родилось 3 детей, сын Яса, и 2 дочери, Рагмеет и Намеет. Прямых наследников у шейха Мансура не было. 2 его детей, не дожив и до 10 лет, умерли. Они похоронены на старом кладбище в селе Алды. Шейх Мансур выделялся своим могучим телосложением и высоким ростом, и был большим мастером кинжальных боев. Этому человеку были присущи многие качества подлинного народного вождя. Ушурма был тонким психологом и прекрасным оратором. Он выступает с проповедями среди народа, выдвигая идеи равенства и социальной справедливости. Провозглашая равенство всех перед Господом, Ушурма призывает устранить всякие сословные деления среди горцев Кавказа и объявить их незаконными. Он выступает против воровства, кровной мести, пьянства и курения, а в аулах его помощники собирают подать на содержание бедных людей, вдов и сирот. Своими проповедями Ушурма завоевывает доверие широких слоев народа и поддержку влиятельных мул и богословов Чечни. Шейх Мансур задался трудной, но благородной целью – на принципах демократического ислама объединить все горские народы Кавказа в единое государство. В это время, под влиянием проповедей Мансура, Чечня преображалась. По примеру алдынцев во всех селах стали избавляться от курения, прекратили изготавливать бузу, традиционный хмельной напиток горцев. В центрах сел появились шесты, на которые привязывались всякие находки, деньги и прочие предметы. Люди становились добрее друг к другу, прощали кровников, почти все соблюдали пост, ходили в мечети, жили интересно. И если бы не притеснение со стороны русских, народ вообще не знал бы горя. Но Россия не желала мира на Северном Кавказе. Обе стороны готовились к новым схваткам. В 1783-1784 годах Чечня вела ожесточенные бои против царских войск, совершавших военные экспедиции вглубь страны. В этом антиколониальном движении активное участие принимали жители чеченского аула, Алды, в котором родился и рос шейх Мансур. Посланный для захвата Мансура и его единомышленников отряд численностью в 2000 человек под начальством полковника Де Пьери 6 июля 1785 года потерпел разгромное поражение при селении Алды. Сам Пьери погиб. В числе пленных оказался адъютант Багратион, впоследствии герой Отечественной войны 1812 года. Успех в этой битве побудил Мансура предпринять ряд наступательных действий против российских укреплений станиц Кавказской линии. Смерть шейха Мансура. 22 июня 1791 года, во время штурма и взятия российскими войсками Анапы, от разрыва снаряда на Мансура обрушилась стена. Когда Мансура нашли российские военные, он был без сознания, но не выпускал саблю из рук. И таким образом, в бессознательном состоянии раненый Мансур был пленен. Под усиленной охраной имам был отправлен в Санкт-Петербург. Весть о пленении вождя горцев взбудоражила столицу. Его пожелала видеть сама императрица. Легендарного чеченца доставили в царское село. Было обеденное время,
Когда Мансура привезли к резиденции Екатерины II, желающих увидеть знаменитого горца было много. Появился Потемкин. Наслышанная о красоте молодого человека, Екатерина объявила, что хочет поближе познакомиться с пленником. Зная слабости императрицы, Потемкин не мог допустить этой встречи. «Матушка, он вам всю обедню испортит. Взгляните на него лучше из окна», — посоветовал он. Обаяние этого загадочного человека было так велико, что все верили в его чары, и приближенные Екатерины Великой отговорили ее от личной беседы с ним, подтверждает и историк Григорий Прозрителев. Придворный Александр Васильевич Храповицкий, секретарь императрицы, наблюдал и записывал все, что происходило при дворе. События того дня, когда имам появился в Царском Селе, он внесет в свой дневник. 6 июля 1791 года привезли в Царское Село шейха Мансура, взятого в Анапе. Ему 23 года, и с 17 лет начал проказничать. Сделал смуту, и нам он стоит до 30 тысяч войска. После обеда его водили близ колоннады, и государыня изволила его видеть. Кавказцы пленника водили возле дворцовой колоннады, а из окон на него смотрели сотни любопытных глаз. Шейх Мансур был готов принять все, что ему предначертал Господь. На суде Мансуру предлагали в обмен на свободу признать свою борьбу злодейством по принуждению, но Мансур категорически отвечал, что если он сможет вырваться на свободу, то примется за борьбу с еще большей силой. Шейх Мансур отверг все предложения русских и был заключен в Шлиссельбургскую крепость, где и закончил свои дни 13 апреля 1794 года. В 29-летнем возрасте тело шейха Мансура тайно, без всяких обрядов, было погребено на Преображенской горе. Шейх Мансур, возвысил он исламские знамена. Сидел он доблесть, так как сам был смел. Он покорял